Добрый вечер, это программа ОРДО, Первый общественный канал. Мы сегодня будем говорить о биометрических данных, об их сборе. И сразу же хотелось бы передать пламенный привет от всех телезрителей, от избирателей, в том числе депутат Джордж Неша, Галины Анатольевны Скрипкиной. Мы уже вторую неделю, Галина Анатольевна, не можем до вас дозвониться. Видимо, много дел. Что сегодня будет в программе, о чем мы сегодня будем говорить через несколько минут, а прямо сейчас сюжет, внимание на экран. Ток-шоу ОРДО совместно с Министерством юстиции и Германским обществом сотрудничества продолжает повышать правовую грамотность наших телезрителей. И сегодня мы намерены обсудить биометрические технологии регистрации населения. Напомним, что еще в 2002 году сразу 188 стран мира подписали документ, признавший биометрию основной технологией идентификации человека. В определение биометрии, кроме основных параметров, дополнительно входят отпечатки пальцев и цифровая фотография лица. В отдельных случаях добавляется даже сканирование сетчатки глаза. Собранные данные записываются на миниатюрный информационный носитель и встраиваются в новые биометрические паспорта, имеющие высокий уровень защиты, а также дающие своему владельцу возможность быстро пройти пограничный контроль с другим государством, конечно, если там установлено соответствующее оборудование. Биометрические данные и паспорта практикуются сегодня во всем мире. Так, в частности, биометрические паспорта введены на территории России, Украины, Молдовы, Узбекистана, Казахстана, Туркменистана и многих других государств Америки, Европы и Азии. В Кыргызстане уже 1 сентября текущего года начнется сбор биометрических данных с целью создания единого реестра населения с возможностью получения биометрического паспорта. Соответствующий закон уже принят в первом чтении. Однако у биометрии есть свои противники, полагающие неправильным обязывать все население страны в принудительном порядке сдавать свои данные и отпечатки пальцев. С другой стороны, не утихают споры и касательно микрочипов в паспортах, с помощью которых государство якобы сможет отслеживать, прослушивать и следить за каждым шагом владельца биометрического паспорта. Как же будет на самом деле? Разберемся в эфире ток-шоу ОРДО с Эркином Рыскулбековым. На подпись президенту, почему мы просили Галину Анатольевну Скрипкину приехать к нам сегодня в студию, потому что Галина Анатольевна являлась одним из инициаторов данного законопроекта. А первый вице-премьер-министр Кыргызской республики Таирбек Душкевич Сарпашев на сегодня в студии. Добрый вечер, Таирбек Душкевич. Что за сроки 1 сентября? Почему именно 1 сентября? Откуда взялись эти сроки? С чем они связаны? Во-первых, мы взяли не 1 сентября, а большей части 31 августа, День независимости. И первый человек будет сдавать в этот день свои данные, созданную нами систему. А то, что касается, почему сжатые сроки, дело в том, что у нас, чтобы обеспечить в 2015 году, в октябре месяце, парламентские выборы по биометрическим данным, чтобы провести открыто, один бюллетень, один голос, один человек, и все это обеспечить, нам необходимо именно практически 8 месяцев времени для того, чтобы мы собрали. Потом мы должны совместно с Центризбиркомом провести необходимые еще, наверное, видимо, будем делать испытания на 2-3, возможно, аюлёкмөтү, где будут проводиться выборы очередные. Если этого не будет, будем делать имитацию, и мы проверим свою систему, чтобы к 1 сентябрю 2015 года наша система выборы по биометрическим данным, парламентские выборы, мы должны обеспечить полноценно. Поэтому взяты были такие сроки. Они не такие уж катастрофично короткие, они достаточно запланированы. Просто весной вы еще утверждали, что, возможно, не успеем. Дело в том, что много времени мы, к сожалению, потеряли. Будем ли делать сами или отдадим инвесторам? Вот год мы спорили вокруг этого вопроса. Но когда уже к концу декабря прошлого года правительство окончательно решило, что мы будем делать сами, государство, и с того момента идет отсчет, подготовка к этому процессу. Таирбек Душкевич, 31 августа первый человек сдаст свои биометрические данные. Он сдаст это на добровольной основе или мы его обяжем? Вообще-то каждый гражданин имеет по Конституции есть свои права. Право на быть избранным, избирать.
а также есть и еще обязанности платить налоги. Поэтому для того, чтобы обеспечить безопасность страны, и не только сейчас биометрические данные нужны не только для того, чтобы провести открытые прозрачные выборы. Это тоже, кстати, можно отнести к категории безопасности страны, потому что последние 2 революции случилось именно из-за того, что люди не поверили к результатам выборов. То есть, поэтому это тоже часть безопасности страны, выборы, но тем не менее, для того, чтобы бороться еще... Чтобы не случилась 3-я революция. Да, кстати, и не только это, но еще биометрические данные нужны будут для того, чтобы бороться с преступностью. И внутренними, и внешними, поэтому это касается, когда касается безопасности страны, я думаю, что каждый гражданин, который ему исполнилось 16 лет, он обязан сдать биометрические данные, биометрическую базу в нашей стране. То есть мы их обяжем? Обяжем. Тату Мамиталиева у нас сегодня в студии, директор общественного фонда гражданской инициативы интернет-политики. Тату, добрый вечер. В своих интервью вы заявляли о том, что законопроект, который принимается, кстати, на подписи у президента, противоречит конституционным правам граждан. Идея очень хорошая, использовать биометрические данные для того, чтобы провести выборы, и это может на самом деле способствовать снижению нарушений во время избирательного процесса. Однако обязывание, вот, которое сейчас озвучено, я считаю, что на самом деле она не соответствует Конституции и не соответствует действующему закону об информации персонального характера. Но с другой стороны, значит, этим законопроектом, который находится уже у президента, считая принятый закон, значит, написали такой пункт, что он обязан сдать персональные свои данные биометрические, но использование этих биометрических данных будет производиться с согласия. Как это будет происходить на практике, для меня очень большой вопрос. Почему? Потому что в соответствии с законодательством за 7 дней до использования биометрических данных государство должно предупредить каждый субъект о том, что он собирается использовать его биометрические данные. Как это будет технически возможно и как практически, логистически будет это обеспечено, для меня очень большой вопрос. И почему нужно было собирать эти данные с согласия? Потому что он должен заранее добровольно согласиться с тем, что правительство будет использовать его биометрические данные. Вот вы согласны? Я не согласна, потому что для меня очень большие вопросы стоят по безопасности. Вашей личной. Естественно. И международная практика, которая давно уже использует биометрические данные, в первую очередь задавался вопросом о безопасности. Недавно я прочитала, что Владимир Путин наложил вето на закон информации персонального характера именно в 2 частях. О создании единой базы данных наложил вето, и на второе он наложил вето о создании единого регистра населения, потому что считает, что это нарушение прав человека. Вот просто хочу вмешаться в процесс. Вы вспоминаете о правах граждан, но я, насколько помню, вы очень активная женщина в своей деятельности и часто бываете в Европе. Вы не раз бывали в Европе, когда вы получаете визу, с вас не только сняли биометрические данные, но даже не спрашивая ваши права, не вспоминая ваши права, с вас еще сняли сетчатки глаз. И тогда я думаю, что вы вспомнили ли о своих правах, когда вы ехали в Европу. Да. И когда они заботятся о своей безопасности, вы им сдали свои биометрические данные. Когда для нашей страны нужно, для Кыргызстана, вы отказываетесь. И не значит ли это двойной стандарт? Ну вот по Европе, кстати, по Европе, чтобы не было путаницы. Европарламент запретил создавать централизованное хранилище биометрической информации на том основании, что это противоречит правам человека. В Германии принято решение не создавать вообще никаких баз, а заносить все биометрические данные человека только в микрочип его паспорта. Вот в чем разница. Ну вот про Путина, президент Владимир Путин направил отрицательное заключение в Госдуму относительно законопроекта о персональных данных и рекомендовал депутатам исключить 23-ю статью о введении идентификаторов персональных данных, которые присваиваются каждому человеку, и 24-ю статью о создании государственного реестра населения. Вот в чем вся разница. Просто ли собирать персональные данные и вводить их в чип, или создавать отдельную особую базу данных? Но дело в том, что, знаете, технически и второй вариант, как вы говорите, тоже возможно. Но в Монголии, как раз мы побывали в Монголии, и там сделали это одновременно, к сожалению, и очень большие проблемы были. Дело в том, что многие путают биометрические паспорта с биометрическими данными.
То есть мы сейчас на первоначальном этапе мы собираем биометрические данные в обязательном порядке. Но биометрические паспорта, где вы говорите чип, это будет необязательными. То есть вы не обязательно получить, без этого паспорта можете ходить десятилетиями. Если вы не собираетесь выехать за границу или в хадж совершить. С 2016 года, кстати, хадж можно совершить только по биометрическим паспортам. То есть по необходимости вы можете получать. Если при втором варианте, как вы говорите, что мы должны каждому записать у себя персональные данные в паспорте, то тогда мы должны всем выдать паспорта. Тогда это еще больше вызовет возмущение населения, когда мы обяжем еще выдавать паспорта. Вот в чем разница. Дело в том, что и в тех странах, где уже создаются данные по биометрическим данным, и везде законодательно, и в России, и в Монголии, который вы приводите пример, в законодательстве прописано, что это делается только с согласия субъекта. И если я прохожу визовый отдел или еще что-то, где вы говорите, автоматически сличают ваши данные и так далее, они по их законодательству не сливаются в единую базу данных. А что плохого в том, что все это в единой базе? Чем это? Потому что вообще система безопасности и как бы построена система безопасности и наш закон об информации персонального характера, который признан международными экспертами один из лучших на постсоветском пространстве, потому что он почти практически соответствует общепризнанным международным стандартам, говорит о том, что для обеспечения информационной безопасности должна быть децентрализация любых баз данных, потому что мы не можем предугадать возможность технического о взломах и хищениях и нарушениях вот этих персональных данных. То есть у каждого министерства должна быть своя база данных, которая присуща его ответственности и полномочиям. И в связи с этим, когда создается единая база данных, есть очень большие риски. Гульнара Джурабаева, заместитель председателя ЦИКа. Ну, когда говорится о единой централизованной базе, здесь нужно четко понимать одну вещь, что у каждого государственного органа будет своя база, но в основе этой базы будут однозначно читаемые граждане. То есть на сегодняшний день ведь получалось таким образом, что когда мы обращаемся, допустим, в МВД, за какой-то информацией, то мы не уверены, этот ли гражданин подразумевается тот же, что и в нашей базе. И нам очень важно понимать, что речь идет об одних и тех же гражданах. И поэтому сейчас ведь какая модель предлагается, что будет создан регистр населения, где будет содержаться только фамилия, имя, отчество, ПИН и адрес. Все. То есть, что этот гражданин является этим гражданином. И плюс к этому биометрия. Отпечатки пальцев. Отпечатки пальцев. Но фотография — это тоже биометрия, понимаете? И получается, что этим способом мы противодействуем сразу нескольким вещам. Прежде всего, это, конечно, криминалитету, это правда. И криминалитет будет активно противодействовать этому. Второе, и некоторым достаточно нечестным, скажем так, специалистам, которые, поменяв фамилию, могут тоже использовать несколько пенсий, получать или пособий. И поэтому эта база не будет централизованной. Только вот то, что вот мы говорили, фамилия. Вот криминалитет, нечистоплотность. Гульнара Кушбековна, но почему именно к выборам 2015 года? Чтобы выборы прошли честно? Сейчас я вам скажу. Для нас этот вопрос очень принципиальный, потому что, к сожалению, работая в ЦИКе, мы убедились, что мы не контролируем наши участковые избирательные комиссии. К сожалению, наши члены участковых комиссий иногда подвержены давлению извне, иногда они вступают в сговор. И, соответственно, получается, нам необходимо иногда предоставить такую им своеобразную даже защиту, чтобы они могли другим сказать: мы ничего не можем поделать, есть вот такая техника, и мы не можем вот так заниматься вбросами бюллетеней. Вот сама техника, она идентифицирует. Избиратель пришел на участок, по отпечатку пальца и плюс ID уже понятно, что вот этот человек есть. Я к чему это? Значит, был прецедент того, что выборы проходили нечестно. Конечно, я это не отрицаю. Я могу добавить, что я был свидетелем в 2012 году в городе Ош по 7 участкам, к 2 часам дня
проголосовавших было 100%, бюллетеней не оставалось. Ну, Вот не по 7 участкам, но на самом деле были такие вещи, и мы отменяли. Мы отменяли на самом деле потом было, кстати, итоги. отменен. Это все 7 участков были отменены. Мы отменили итоги голосования, но это же конфликтность очень высокая. Мы же просто каждый раз говорим после выборов. Грубых нарушений нет, выборы прошли. Нет, мы говорим как раз таки тогда мы говорили о том, что выборы, там, ну, если 100% проголосовали к 4 часам, это же понятное дело, что нарушения были. И были отменены итоги голосования. Мы не могли сказать, что не было нарушений. Дастан, добрый вечер. Почему вы против данного законопроекта? Я сам полностью поддерживаю вот сбор биометрических данных, хранение биометрических данных. Я считаю, это очень полезно, это нужно делать на самом деле. И очень хорошо, что президент пригрозил правительству отставкой, и правительство начало бегать. Наверное, всегда придется правительство, ну, как бы пугать, оказывается. Потом, что касается закона, да, законопроект, я так понимаю, он написан был, наверное, сотрудниками ГРС, но он полностью не учитывает, ну, как бы многие вещи. Вот правильно Тату сказал по безопасности личных данных, персональных данных. Вот Таирбек Тушкевич говорит, да, в Европу, когда вы едете, вы отпечаток пальцев даете и не вспоминаете свои права человека. Почему? Потому что у тебя нет риска там быть подверженным как раз к тому же давлению со стороны криминалитета. Там информационная правовая безопасность, она гораздо выше, чем здесь. Здесь никто не гарантирует, что завтра через сотрудников ГРС, либо через тех, у кого есть, как это сказать, доступ к этим персональным данным, криминалитет тоже не будет получать адреса. Мои, скажем. Ну, я выступил... не гарантирует. Перед вами сидит лично вице-премьер-министр Кыргызской республики, который сегодня он может получить. И без биометрии это можно получить. Даже не в этом законе, а в других законах до этого существуют законы, как хранится гриф секретности. У нас же есть режимные секретности. Даже некоторые письма, переписка с Джоук Кегешем, с правительством, иногда идет в достаточно таком секретном режиме, и она прописана в законе, и кто имеет доступ, такой порядок существует. Но тем не менее, я говорил когда про Европу, я хотел сказать, что они для безопасности своей страны собирают данные. Нет, все верно. Для своей безопасности. Это поэтому Европа тоже... Закон должен был как раз учитывать, какой уровень доступа будет иметь, какой госорган будет, какой уровень доступа да, к информации иметь, как обеспечивается информационная безопасность. Эти вещи закон должен учитывать. У нас закон 9 статей. Вот вы сейчас говорили, в Российской Федерации Путин попросил исключить 23-ю статью. У нас 9 статей, и знаете, во всех этих статьях написано «устанавливается правительством». Хотя закон называется о порядке регистрации биометрических данных граждан. А в том же законе написано, порядок регистрации граждан устанавливается правительством. Вот и все. То есть закон недоработанный, закон сырой. Совершенно сырой. Я думаю, ГРС нам может сейчас разъяснение дать. Закон должен быть нормально написан. Ну давайте спросим ГРС, заместитель председателя Государственной регистрационной службы при правительстве Кыргызской республики Дастан Давлетович Догоев. Дастан, добрый вечер. Два Дастана в одной студии. Я думаю, что несколько вопросов одновременно вам было задано. Спасибо. Так, относительно Европы. На самом деле в Европе используется другая инфраструктура, которая называется директория открытых ключей. Почему биометрические данные там хранятся именно на чипе? Потому что у них инфраструктура позволяет проверить подлинность данного документа биометрического. То есть наряду с самим чипом там еще есть система защиты и проверки данного документа, то есть биометрического паспорта. Это вот один момент. Соответственно, когда мы говорим о том, что почему у них такой базы нету, вот этот момент надо учитывать. В данную директорию открытых ключей включены всего лишь 45 стран по всему миру. Из 188 стран, которые вот как раз таки вы говорили в видеоролике. Соответственно, эта инфраструктура, она еще не развита на том уровне, чтобы обеспечивать необходимый уровень защиты и проверки, идентификации подлинности документа самого. Теперь относительно самого, то есть базы биометрических данных. Здесь на самом деле и Таирбек Душекевич отметил, и Гульнара Курашбекова относительно создания единого государственного реестра населения. Единый государственный реестр населения представляет собой, скажем так, такую технологическую архитектуру интеграции всех баз данных, в котором хранятся персональные данные, в том числе и база биометрических данных. То есть физически эти данные не должны, как Тату отметила, в одном месте
Соответственно, получается, в рамках создания данного регистра населения, который на базовая модель будет состоять из следующих компонентов. Это база выданных паспортов, это автоматизированная информационная система ЗАГС, это адресный регистр и база биометрических данных. Но это никак не означает, что они физически будут располагаться в одной базе данных. Я, например, считаю, что вы как ГРС, может быть, действительно имеете какие-то полномочия и возможности обеспечить безопасность. А как эту безопасность будет обеспечивать ЦИК? Потому что вы же эту базу данных будете передавать ЦИКу, правильно? Не все данные. Ну, биометрические точно будут сдавать. Том, что, а ЦИК как будет обеспечивать безопасность? Дело в том, что Центральная избирательная комиссия будет иметь, не все данные будут, они иметь те данные, которые нужны для того, чтобы человек проголосовал. Мне кажется, ЦИК лучше правый большой палец. Если у человека отсутствует этот большой палец, указательный палец, то есть им будет выдано на день выборов, до дня выбора обеспечены те данные, которые необходимы для голосования. Ну и еще одной мерой, наверное, можно считать, что все-таки она у нас не будет в виде вот одного целого, так сказать, всего регистра. Во-первых, у нас они будут распределены по участкам. Это будут отдельные участки. И в списке избирателей вот тут не будет связи онлайн, вот так, чтобы приходили и через какие-то вот каналы связи проверялись бы. То есть получается фактически все избиратели, они будут разделены на там 2300 участков, ну приблизительная там цифра, да, и на каждом участке будет закрытый перечень избирателей, все. И, соответственно, человек, который придет, там, допустим, сами члены комиссии, они имеют дело вот только вот с этим количеством. И каждый со своим количеством. Вы знаете, я разделяю ваши опасения. Да. Почему? Потому что у меня в руках статистика, к сожалению, за 2010 год, Соединенные Штаты Америки, ну, собственно, флагман, наверное. В США в 2010 году около 9 миллионов 300 тысяч жертв хищения электронного образца. За 2009-2010 год вместе взятый 230 миллионов 900 тысяч случаев жертв хищения персональных данных. Если это говорить цифры Соединенных Штатов, что мы можем говорить о нашей стране, ну, будучи даже патриотом этой страны? Ну, знаете, когда вы говорите о хищении персональных данных, речь идет часто под этим нарушением, когда банковские счета. В большей части касается это, а не персональные данные. Давайте зададимся вопрос. То есть я сдал свои данные Сарпашев, они у меня хранятся. Как криминалитет тот же, условно, как можно использовать мои данные против меня? Вот давайте зададимся залу этот вопрос. Ну, я не знаю, наш как какой-нибудь пистолет, на котором есть ваши отпечатки пальцев. Да. А мы это будем использовать для того, чтобы один человек только один раз проголосовал, и все. Для выборов нужно будет. Если кто-то какие-то на месте преступления нашлись отпечатки пальцев, через 5 минут по запросу МВД, по необходимости, МВД может запросить ГРС, они могут выдать, если идентичные отпечатки пальцев есть, можно легко найти преступника. Вот для чего нужно для МВД. То есть для того, чтобы мои данные против меня использовали, я, допустим, из практики, я трудно могу представить, как можно использовать мои же пальчики против меня. Ну, как, это возможно, потому что, ну вот с технической стороны, то, что сказала Гульнара Джурабаева, на самом деле у меня тут возникла еще один вопрос, потому что тот функционал, который разрабатывает сейчас ГРС, они исходят из своей собственной логики, из своего собственного понимания, которое сейчас принято постановлением правительства и так далее. А ЦИК собирается это синхронизировать. Или как? Вот потому ГРС что я активность ЦИКа по биометрическим данным не вижу, потому что в лепешку разбивается правительство, чтобы сделать собрать биометрические данные, а со стороны ЦИКа даже не инициируются законы о внесении дополнений в закон о выборах по использованию биометрических данных. Потому что теперь уже для того, чтобы вот по вашей логике использовать биометрические данные, тогда ГРС должен как-то, наверное, соответствовать. Учитывать наши запросы. Да, и это как-то официально, например, мы тоже нигде не слышим, и поэтому у меня такое сомнение. 31 августа можно мы сейчас Сарпашев тогда организует сбор,
а потом на выборах скажем, мы не будем их использовать. вот а можно как это тогда? вот делается? Госпожа Давайте. Джурбаева, да, пожалуйста. Ну, прежде всего, я хотела бы сказать, что мы с ГРЭСом работаем достаточно плотно, и мы это сотрудничество начали еще в прошлом году, еще при прежнем руководстве ГРЭСа. Правда, там мы отклика не услышали. И мы как раз-таки говорили о наших потребностях и о наших задачах. И, собственно, задача сбора биометрических данных, она ведь с точки зрения именно честных и прозрачных выборов стала звучать. Здесь вот... Имеется в виду, закон о выборах будет меняться? Конечно. Он должен меняться. Вы знаете, возможно, там будет в таком виде. Почему мы сразу же изначально не стали вот так активно лоббировать и продвигать? Мы на тот момент были не уверены, что вообще будет ли создан регистр населения, вот именно в таком виде, что с биометрией там, или без биометрии. Поэтому, когда мы утверждали модель избирательного процесса, то мы просто остановились на том, что мы пока, значит, будем использовать те данные, которые нам предоставит ГРЭС. В каком виде эти будут данные, мы не были уверены. Мы не могли просто взять и поставить это, а если бы ГРЭС не сделал. Но поскольку сейчас речь идет о том, что все-таки регистр населения создается, биометрические данные собираются, то да, наверное, как бы мы дальше будем... То есть вы выжидали, соберет ГРЭС, поменяем, не соберет, оставим как было. Да, и просто будет, нет, ну строчка в законе будет соответствующая, что да, это можно ведь и на откуп Гульнара ЦИКу Кушбековна, отдать. это будут электронные выборы? Нет, это не электронные выборы будут. Вот я бы хотела, пользуясь случаем, сразу разъяснение дать нашим гражданам, что такое электронные выборы. Электронные — это когда ты приходишь к некоторому терминалу и выбираешь, и непонятно, как там проголосовали. У нас остаются бюллетени, но эти бюллетени будут считываться специальной урной сканирующей, и эта урна будет автоматически подводить итоги голосования. Она сама будет считывать действительные и недействительные бюллетени, как распределились голоса, и в конце дня выборов она будет выдавать протокол. Можно еще дополнить, Иркин? Да, конечно. Относительно этого вопроса. Вот как Гульнара Курашбековна отметила, и как Тату, на самом деле, да. То есть, но наряду с этим еще также сегодня у нас как бы состоялось заседание тендерной комиссии относительно как раз-таки по тендеру по закупке программного обеспечения с оборудованием для сбора биометрических данных. Там как раз-таки были установлены конкретные требования, то есть в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, в части обеспечения соответствующего уровня информационной безопасности и защиты персональных данных. Поэтому вот такую систему управления ИБ, информационной безопасности, необходимо уже также строить и для Центральной избирательной комиссии, и также для других государственных органов. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Достаточно Почему? технический момент. А вы успеете за 8 месяцев собрать всех избирателей? Ну сколько их? 3 миллиона, да, в среднем? Мы делали расчеты, то есть в среднем прохождение при первых месяцах сбора биометрических данных, прохождение одного человека занимает порядка 10 минут. Соответственно, если брать, мы 6 месяцев брали, мы можем охватить 3,8 миллионов человек за 6 месяцев. Прохождение, ладно, можно и за минуту, наверное. Информационная А кампания. что будет, если гражданин не согласится давать? Вот именно. Тут говорят об обязательности, но я не помню в административном кодексе, в уголовном кодексе какой-либо ответственности. Тарик Ишкевич. Дело в том, что я еще один миф хочу рассеять. До этого общественности говорили, что в Монголии для того, чтобы собрать биометрические данные, выдавали по $100. Оказалось, что это не так. Никаких они долларов не давали. Просто они сказали, если хочешь получить пособие, вот приходи, сдавай и получай пособие. А у нас Поэтому лишних 300 миллионов у нас нет. Поэтому здесь, знаете, вот когда хотят намекать на то, что государство даст за это деньги или нет, мы не дадим. Это будет просто это не намек, обязанность нет, это не каждого человека. Если хочешь участвовать на выборах, сдавай данные. А это будет... Если хочешь получать паспорт, сдавай данные. Извините. Данные. Потому что бюллетени в 2015 году в октябре месяце будет выдаваться по биометрическим данным. То есть, если я приду, у меня не будет биометрического паспорта, вы меня лишаете права избирать. Не паспорта. Ой, биометрических данных, вы меня лишаете права... Биометрических данных, если у вас не будет, просто машина не будет работать. Все, и я буду лишен основных конституционных прав. Поэтому мы обязаны к 2015 году, в октябре месяце, чтобы на всех граждан были биометрические данные в Центре избиркоме и у нас в централизованном центре. Человек под различными обстоятельствами может просто не попасть под эту регистрацию, он может выехать за рубеж, какая-то командировка произойти, все может быть, да? Но дело в том, что мы поэтому
мы предусматриваем в организационном плане. Мы сейчас вначале, когда мы говорили, что мы сейчас почему-то при сборе биометрических данных, почему-то мы ушли в техническую часть, в большей части. Мы сейчас только возвращаемся теперь в организационную форму. При сборе биометрических данных 95% это труд, это организационные О чем мы меры, говорим. а 5% только мы обсуждаем техническая часть. Именно техника, то есть компьютер, мы скажем, оборудование для сбора биометрических данных чуть сложнее, чем обычный персональный компьютер. Тарик Ташкевич, Мы на это потратили. От Новой Зеландии до Аляски разбросаны по всему белому свету. Хорошо. Успеете Дело в том, что каждый гражданин в течение с 1 сентября этого года, в течение года будет собирать на всех граждан, которые пересекать будут нашу границу. Если человек ни разу не переезжал за 10 лет, он находится в России, мы на них тоже запросили. В России, кстати, о правах я хочу вернуться. В Российской Федерации, эта информация не секретная, заявил господин Рамадановский во время встречи со мной, это Миграционная служба России. У них находится в базе данных на 2 миллиона кыргызских граждан биометрические данные. А как быть с гражданами, которые И в Америке, поэтому, в Турции? Да. Ну, Россия, ладно, Россия. Хорошо. Не Если, знаю, что если лишать в Америку права он человек голосовать, уехал, я не могу если не приедет, он не Это будет, не- соответственно, это незаконно голосовать. это. Правильно? Он не сможет в консульстве, в Просто он посольстве пойти физически не может проголосовать. голосовать. А у нас аппаратура будет и в консульствах, и в посольствах будет за границей. Они будут собирать. Поэтому и сбор данных будет осуществляться до последних дней выборов. Так что этот процесс и после выборов будет продолжаться, потому что через год будет молодому человеку 15 лет, который был перед выборами, ему 16 исполнится. И каждый год кыргызские 100 тысяч граждан, которым будет исполняться 16 лет, каждый год будет собираться, она будет пополняться. Поэтому этот процесс не закончится августа месяцев следующего года. Кому будет исполняться 1 сентября 16 лет, он будет сдавать свои данные. При получении паспорта будет сдавать, при получении определенной справки. По мере обращения граждан в государственную регистрационную службу за получением водительского удостоверения, они там будут собирать. То есть эта система сбора, это организационный вопрос. Поэтому мы почему-то ушли в большей части технической части, а не организационную форму. Но вы опасную вещь заявили сейчас. Вы заявили сейчас о том, что вы можете лишить права голосовать, если у меня нет биометрических данных. ЦИК, официальная позиция ЦИКа, которая Точно прозвучала. так же, если вы не дадите биометрические данные, вы в Европу не можете попасть. Нет. Вам Вообще не дадут смешивайте просто два Это не разных конституционное понятия. право, а вот Подождите. голосовать это... Дело в ЦИК, том, что- официальная позиция ЦИКа, которая была озвучена на заседании комитета по конституционному строю, они сказали, что мы не имеем права ограничивать право голосования в зависимости, есть биометрика или нету. Потому что Конституция мне гарантировано мое право голосовать. Поэтому, мне кажется, вы тут немножко... Поэтому мы и записали в законе, что совместно с депутатами, что обязанность каждого гражданина сдать свои биометрические данные. Господа, Нет. И не будем лукавить. Давайте правду скажем. Наша аппаратура, которая будет работать в 2015 году в октябре месяце, будет выдавать бюллетени только тем гражданам, которые имеют биометрические данные в данном компьютере. Хорошо. Так, Чтобы исключить, потому что тогда теряет всякий смысл. Дело в том, что если мы и без данных будем выдавать, тогда карусель опять пойдет. Да, у меня тут такой вопрос возникает, уважаемая госпожа Татто. Как только мы, наше гражданское общество сразу начинает на ура кричать, как только начинает речь или какая-нибудь национальная кампания, вроде, скажем, о сборе биометрических данных, не вы ли, гражданское общество, до этого говорили, что когда, наконец, в Кыргызстане произойдут честные выборы? Вот как раз таки я думаю, что вот начало национальной кампании о сборе биометрических данных как раз таки это и шаг к честным выборам. Тут уже идет шаг, что один ПИН, один гражданин и, соответственно, один голос. Просто я бы хотела бы вас, да, Татто, несмотря на то, что вы печетесь о правах граждан, я тоже гражданин этой страны, я, например, за, чтобы сдать биометрические данные и чтобы спокойно пересечь границу той или иной другой страны. Я, например, за, чтобы мои голоса не воровали, в конце концов, тот же Центр избирком или там Тики-Уики. Может быть, все-таки, да, фальсификация голосов идет.
И прежде чем вот так критиковать, просто бы хотелось бы со стороны гражданского общества понимание в том плане, что да, идет такая уже подготовка к старту начала биометрических данных, национальная кампания, просто поддержать. И в этот раз, так же, как мы говорим о правах человека, говорить об обязанностях граждан. И мы должны с пониманием отнести и принять, и прийти, подойти в эти стационарные, где откроются центры, подойти и просто сдать свои данные. Я думаю... Видели, в чем проблема, Виталий Гришкевич? По мне кажется, что проблема даже не в день голосования происходит, а проблема в процессе самой предвыборной кампании. Абсолютно. И вы знаете, вот абсолютно правильные вещи говорит, я не знаю, как вы не представились, именно с подачи гражданского общества на Нацсовете, я специально распечатала вот это заседание Национального совета по устойчивому развитию, где этот был вопрос сильно поднят, и практически моя организация — это единственная организация, которая говорит о том, что давайте соблюдать все процедуры, прежде чем собирать. Потому что наша организация выступает за, я еще раз подчеркиваю, за то, чтобы использовались биометрические данные. Это хорошая идея. Но не за такой метод. Но не за таким способом сбора. Почему? Потому что, вот помните, когда мы референдум проводили в 2010 году, да? В июне. В июне. Тогда же не было такого, всех там загнать и в обязаловку, давайте идите голосовать. Тогда шла информационная кампания, когда говорили народу: товарищи, давайте спасем нашу страну. Если у нас не будет принята Конституция, у нас будет дальше развал. Вот такими призывами сейчас надо было бы воспользоваться для проведения честных выборов, а не использовать требования президента как исключительный случай для того, чтобы обойти Конституцию. Это очень плохой прецедент. Это хорошо, сегодня у нас такой президент. Это хорошо. И я действительно считаю, что у нас свободная страна. Но где гарантия, что завтра не придут другие политики, которые используют точно такую же меру для того, чтобы собрать данные я не знаю, какой религии вы принадлежите, скажут, это исключительный случай для безопасности страны и так далее. То есть мы сами себе создаем плохой прецедент. Но я просто хочу, я извиняюсь, я до сих пор вам не апеллировала, я хотела сказать. Ну, во-первых, я еще раз говорю, я не согласна с тем, что вы лишаете права голосовать, эта Конституция не разрешит вам. Но есть решение суда 2012 года от 1 августа, в соответствии с которым правительство обязали создать уполномоченный орган по защите персональных данных. И здесь написан срок, в течение 6 месяцев создать этот орган. А этого органа до сих пор правительство не выполнило. Таким образом, я делаю вывод, что Народный суд только для народа, а для правительства это просто как саламгат, потому что его и не исполнили, и не сделали. Тут ГРС пытался, вот когда этот судебный процесс шел, значит, Нурбек Тактакунов подавал, ГРС сказал, это мы уполномоченный орган. Но в соответствии с законодательством держатель данных не может быть уполномоченным органом. Если бы такой орган был бы, может быть, какие-то процедурные вопросы бы мы обошли. Поэтому вот я бы хотела, как человеку, который отвечает за этот процесс сейчас, и сказал, что он ставит свое кресло на кон, да, чтобы выполнить. Почему тогда такие вещи мы просто игнорируем? Соответственно, должна быть процедура по защите, гарантирующая защиту наших прав. Поэтому вот у меня такой вопрос. Почему не исполняется решение суда? Дело в том, что сейчас на данном этапе действительно так, что уполномоченным органом по сбору и по хранению данных, вообще персональных данных, это полномочия ГРС, и поэтому я считаю, что на первом этапе этого достаточно, потому что мы еще не собрали. Когда мы соберем, конечно, наверное, уже будет приниматься еще ряд законопроектов. Дело в том, что мы еще должны идти вперед. Вот по Центризбирком правильно отмечает, что после этого, когда мы определим, каким оборудованием будем пользоваться, возможно, теперь мы будем определять будем, какие законы нужны для того, чтобы провести выборы. И вот теперь о списках. Вот когда вы проявили озабоченность по спискам, дело в том, что до последних выборов, даже на последних выборах, многие граждане из-за того, что нет их в списке, они не могли проголосовать. И проблема откуда возникла? Потому что мы один на один оставили Центризбирком со списками избирателей. А сейчас, на данный момент, весь государственный потенциал, создан штаб,
куда вошли, председателем являюсь я, вошли туда МВД, ГКНБ, все службы вошли, чтобы мы в 2015 году, октябрю месяце, составили еще список будем составлять, адресный регистр будем составлять, потому что многие улицы до сих пор носят двойное название. Вот по новое название, Байтык-Батыр или советское. То есть поэтому у нас это тоже будет параллельно будет. И все силы, организационные силы будут брошены на то, чтобы один адрес, один человек, один пин, один данные. Вот к этому должны стремиться, к этому. Можно я скажу? Да, Я вот, пользуясь случаем, здесь тоже хотела бы в этом аспекте поддержать вот Тату Мамбеталиеву и обратиться к правительству. На самом деле нам нужен независимый уполномоченный орган, который будет проверять состояние... А он должен был быть создан еще в 2012 году. В 2008 году. Хорошо. Его данных пока нету. Чего Я сейчас объясню. Это не обязательно иметь именно регистр населения. В любом государственном органе есть свои базы данных. И вот этот независимый орган, он должен оценивать, насколько безопасны хранение вот этого, как расписаны процедуры в этом органе, и давать рекомендации или нарекания, если должным образом это не производится. Вот в этом плане, на самом деле, вот сейчас я тоже призываю правительство обратить на это внимание, и в таком случае действительно вопросы снимутся, и наделить его самыми высокими полномочиями. То есть этот независимый государственный орган может прийти в любой государственный орган, оценить, посмотреть, что там творится, и вынести, так сказать, свои предписания. Давайте похлопаем. Я согласен. Да, и вот, по данному вопросу, Да. на самом деле, мы этим вопросом уже занимаемся. То есть это будет, то есть этот орган будет вести реестр так называемых держателей баз персональных данных. И мы, то есть в рамках уже работы межведомственной рабочей группы внесем это уже на рассмотрение правительства. Но эта работа уже в настоящее время проводится. То есть будут идентифицированы, какие базы данных на уровне какого госоргана ведутся. И порядок, то есть там сроки, там много моментов технических. Эта работа уже проводится, и такое поручение было вот именно в межведрабочей группе. можно похлопать. Эрбек Джукевич, ну, сегодня о тендере и о том, что он закончится послезавтра, мы говорить не стали специально, потому что я знаю, какой будет ответ. Единственное, сегодня мы с Тату услышали в гримерке, что на собрании в ГРЭС Государственный комитет национальной безопасности требует, чтобы оборудование было по ГОСТу. Будет ли оно? По ГОСТу КГБ СССР. Вот именно. Вот именно. Поэтому там были определенные споры, и они практически настаивают, чтобы госстандарту КГБ разработан еще Андроповым, поэтому у меня были сомнения, и мы поспорили. Да, мне кажется, это... Скорее всего, это попытка пропустить определенные компании, у которых сузить есть требования. Это коррупционный А по механизм. ГОСТу работают только российские компании. Конечно, конечно. Тату, два последних вопроса вам и вам, Эрбек Джукевич. Давайте. Будете ли вы, если в случае президент Атамбаев подпишет законопроект, обращаться в Конституционный суд? Да, я буду обращаться в Конституционный суд о признании данного закона неконституционным. Но я надеюсь, что президент не подпишет, потому что нету всей нормативной базы для того, чтобы понять, как и на самом деле биометрика будет использоваться, как будет обеспечена мера защиты. Поэтому я Дастана Бекешева очень сильно поддерживаю, что нужно было этот законопроект всем пакетом всех других нормативных актов вносить. И нельзя было рассматривать, это как впереди паровоза получилось. Я думаю, да, я буду подавать, если, надеюсь, он не подпишет президент в таком виде, а будет ждать весь пакет нормативных актов. Ну тогда, вот можно вопрос? Тогда получается, что если этот закон не подписан, то вообще кампания по сбору биометрических данных... Абсолютно неправильно. Действующее законодательство. То есть вы считаете, что действующего законодательства достаточно для того, чтобы сейчас проводить сбор биометрических данных? Да, абсолютно. Ну все понятно. Эрбек Джукевич, ну... И можно точно так же в таком варианте, как хочет правительство, в обязательном, там, вот в этом варианте действующем. Понимаете, почему мне все говорят, ой, почему-то тут ты сейчас стала говорить об этом? Потому что до 15 апреля Таирбек Сарпашев шел правильным путем. Все организационные пути, все правильно было, все шло с биометрическими паспортами, как все. Как только президент сказал, мне не нужны биометрические ваши паспорта, мне нужны честные выборы, все легли и быстро начали это делать. То есть я извиняюсь,
Президент абсолютно прав, ему нужны честные выборы. Но это же не означает, что президент попросил: обойдите Конституцию для того, чтобы прошли те честные выборы. Ребята, ну это совсем разные понятия. Ну, это вопрос... Ну, это, собственно, был тот вопрос, который я вам хотел и задать. Вот Сформулируйте вопрос, пожалуйста. Сформулируйте вопрос снова. Два месяца в общем осталось, даже меньше 2 месяцев. Мы выходим в запись, сегодня 2 число, там месяц и 29 дней. Тендер будет послезавтра только раскрыт, да, по-моему? Да. Вот эта спешка к тому, что вы, как вице-премьер-министр Крымской Республики Таирбек Сарпашев, действительно верите, что это сработает? Или потому что это было четкое указание успеть до 1 сентября? Дело в том, что 1 сентября не устанавливал президент. Я хочу, чтобы мы это выяснили. Это мы как раз... Я в курсе. На самом деле эта идея принадлежала полностью Таирбеку Дүйшикевичу. Да, начать старт с 31 декабря, поскольку это День независимости. Да, это Ой, срок августа, устанавливали мы как раз, когда обсуждали до Национального совета и предлагали именно 31 августа символично, когда народ празднует День независимости. Это сбор биометрических данных, это вопрос независимости Кыргызстана, безопасности Кыргызстана. И честные выборы тоже безопасность страны. И выше было сказано, что если придет другой президент, если будут честные выборы, я верю в то, что всегда будет честный президент. Народ обычно достойно выбирает, но люди искажают его. Чиновники искажали до этого времени. Поэтому я верю в то, что мы 31 сентября, 31 августа мы начнем сбор данных. Я в это верю. И у нас есть еще, несмотря на это, то, что кажется, выглядит это очень сжато, у нас еще есть запас времени до 31 августа, если с тендером не так траектория пойдет, потому что, как вы сказали, некоторые силы уже выступают для того, чтобы апеллировать прозрачностью. Еще раз говорю, она чуть сложнее, чем компьютер по своей конфигурации и по сложности тоже. Даже некоторые в зале, наверное, имеют iPhone 5, уже считывающий отпечатки пальцев. Уже в телефоне есть такая технология, поэтому процесс несложный. Сложный процесс. Потом провести организационные вопросы, и чтобы довести этот вопрос до конца. Поэтому я верю в то, что мы сможем собрать, потому что наш народ верит и знает, что это нужно для нашей страны. И сдадут биометрические данные для того, чтобы его голоса не воровали. Мы исключаем 2 вопроса. Самое главное, во время выборов у нас 3 основных нарушения идут. Если вопрос не хватит, можете потом срезать. Просто да нет, мы добавим. Вот, 3 основных нарушения наблюдаются на выборах. Все мы знаем. Это сброс бюллетеней, который мы абсолютно исключим. Мы в это верим. Карусель мы исключаем. В это я абсолютно верю. Голосование вот именно давать... Мертвые души. Нет, мертвые тоже исключаем, кстати. За другого, допустим, за другого голосовать тоже нет. Единственное, остается подкуп голосов, все-таки где-то там останется. Это моральный уровень нашего общества постепенно победит. Но 4 риска из 5 мы исключаем, и мы стремимся к прозрачным выборам. Поэтому я думаю, что правительство и наша команда делает очень хорошую и даст нужную работу, и прошу вас поддержать. Творческая группа программы «Ордо» благодарит всех тех, кто в течение года был с нами, с нашей программой. Это был последний эфир этого телевизионного сезона. Мы с вами, уважаемые телезрители, увидимся в тот день, когда начнется сбор биометрических данных 31 августа. Уходим на каникулы. Всем отличного лета. Увидимся.